Победа в Великой Отечественной войне является одним из выдающихся событий в истории нашей страны. Вклад в нее внесли все народы, жители всех регионов, без исключения. Чем больше времени проходит после войны, тем все более очевидным становится огромное всемирно-историческое значение Великой Победы, которая предопределила судьбу всего мира, избавив народы от угрозы фашистского порабощения. На полях сражений жители Татарской Республики принимали участие во всех больших и малых боевых операциях. Летопись Великой Отечественной войны полна примерами их бесстрашия и героизма. Воскресенье, 22 июня 1941 года, Казань. Еще до появления указа Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных, в военные комиссариаты республики хлынул поток заявлений о добровольном вступлении граждан в ряды вооруженных сил. Заявления несли рабочие и колхозники, служащие и представители творческой интеллигенции, юноши, девушки и даже дети. К середине июля общее число добровольцев в Татарстане уже составляло несколько десятков тысяч человек. Татарская АССР сыграла важнейшую роль в подготовке новых частей и соединений. Не было ни одной воинской части, гарнизона или пограничной заставы, в которой бы не проходили службу жители нашей республики. Многие из них в бой с фашистскими агрессорами вступили в первые же часы войны. Татарстан, как мы знаем, был тыловой республикой. На территории республики не было военных действий. Тем не менее, вклад региона, вклад наших земляков в победу огромен. Хочу сказать, что практически с самого начала войны Татарстан превратился в кузницу боевых резервов. Практически с первых дней войны развернулось военное обучение населения. 18 сентября 1941 года был принят указ о всеобщем военном обучении, согласно которому все население, начиная от 16 до 50 лет, должно было проходить подготовку военную. Подготовка кадров, само собой, и танковая школа, артиллерийская, само собой, пехотная, само собой, это все сработало очень четко, и на территории нашей республики было сформировано за годы войны 7 дивизий, не считая всевозможных батальонов связи, лыжников, всевозможных парашютистов, диверсантов, всевозможных, само собой, медико-санитарных батальонов и танковых, в том числе авиационных, конечно же, ясное дело. То есть мы, хоть и тыловая республика, но отдали на фронт практически все, что у нас было. Но это не сломило защитников гарнизона, которые ценою своей жизни удерживали оборону. Среди защитников Брестской крепости был и наш земляк, уроженец Пестричинского района, майор Петр Михайлович Гаврилов. В деревне Конь Пестричинского района благодарные земляки установили ему памятник. Петр Гаврилов сплотил вокруг себя уцелевших бойцов и командиров, расставив заслон в наиболее опасных местах. Фашисты направляли ультиматумы, требуя сдаться, обещали сохранить жизнь. Но защитники, несмотря на людские потери, нехватку боеприпасов и отсутствие воды, стояли насмерть. Такого упорства немцы не встречали нигде в Европе. Майор Гаврилов Петр Михайлович был взят в плен тяжело раненым на 32-й день войны. Как и многие, побывавшие в плену, был подвергнут репрессиям, исключен из партии. И только в 1957 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Зарубежные историки, анализируя потери кадров в авиации периода Второй мировой войны, подсчитали, что в среднем летчик успевал совершать 20 боевых вылетов.
Далее либо смерть в горящем самолете, либо плен. Боевая норма для асов была 25 вылетов. Последние 5 так и назывались смертными. В советской армии такой практики не было. Летчик-бомбардировщика или штурмовика после только 100 успешных боевых вылетов иногда получал звание Героя Советского Союза, но отнюдь не пенсию. Поднятые по тревоге, они, как правило, дрались до последнего патрона, а когда кончались боеприпасы, шли на таран. Одним из тех, кто в первые минуты войны встретился с противником в воздухе и направил свою боевую машину на вражеский самолет, был командир звена 124-го истребительного полка Дмитрий Кокарев. Когда в пулеметах кончились патроны, бесстрашный летчик винтом своего истребителя разрубил хвост немецкого бомбардировщика, а свою машину смог посадить на свой аэродром. Сбивший 5 вражеских самолетов, Кокарев погиб в октябре 1941 года, защищая Ленинград. Сюда на пополнение прилетали авиационные дивизии. И вот 202-я бомбардировочная авиадивизия здесь пополнялась самолетами. И жители Татарстана собрали 100 миллионов рублей и купили 102 самолета П-2 и передали дивизии. Им вручили знамена. Эта дивизия первая в авиации стала носить наименование «Среднедонская» за Сталинградскую битву. Им дали поручение дойти до Берлина. Они дошли до Берлина, получили орден за взятие Берлина, а один полк получил берлинский название. Здесь готовили и летчиков. 6 с лишним тысяч экипажей подготовили. 50 полков авиационных. Здесь доформировалась 219-я дивизия авиационная, и шесто было над ними. И они носили и когда закончилась война, 202-я команда прилетела на аэродром 22-го завода и доложили, что наказ жителей Татарстана они выполнили. Во все времена принято считать, что защита Отечества – дело сугубо мужское. Между тем, в истории немало примеров, когда женщины вставали в один ряд с мужчинами-защитниками Родины и были примером мужества и героизма. Так было и в годы Второй мировой войны. Женщины из Татарской Республики воевали во всех родах войск, на всех фронтах, совершали подвиги, которые порой не уступали по значению и величию мужским. Санитарки и связистки ценою своей жизни спасли тысячи солдат советской армии. Среди знаменитых женщин были и артиллеристы, и танкисты, и летчицы. Магуба Сартланова – одна из легендарных летчиц Таманского женского полка бомбардировщиков По-2, которых фашисты боялись и ненавидя прозвали ночными ведьмами, а за сбитый самолет По-2 вручали Железный крест. Ведьмами фашисты назвали летчиц за мужество и фанатизм. Они даже будучи сбитыми в плен не попадали. По свидетельству немецких источников, расстреляв на земле последнюю обойму из пистолета, летчицы По-2 бросались в пламя горящего самолета. Из наградного листа Магубы Сартлановой. Сбросила по уничтожению войск противника 140 тонн бомбового груза. В результате точных бомбовых ударов в стане врага было вызвано 128 сильных взрывов, 85 очагов пожара. Уничтожено и повреждено 2 переправы противника, 2 железнодорожных эшелона, взорван склад с горючим, уничтожено 3 артиллерийские батареи, 2 прожектора и 4 автомашины с горючим. Прорываясь на низкой высоте к железнодорожным узлам, штабам и переправам, девушки из полка ночных бомбардировщиков вдребезги разносили стратегические объекты, а через час им по уставу нужно было вернуться на добивание и фиксацию результатов. Эффективность точного бомбометания с малой высоты была поразительной. Наносимый ночными бомбежками ущерб заставил противника в корне изменить свое отношение к советским этажеркам, и «Русфонар» стала главной целью не только для ПВО вермахта, но и для ночных истребителей. Почему немцы их боялись? Почему называли их ночными ведьмами? Потому что они попадали с точностью до метра в нужный объект. Бомбочки небольшие, легонькие, миночки такие. Ну, женщина, господи, понятно, что она могла поднять.
Но с такой точностью, что поджигали именно либо цистерны, либо склады со снарядами, либо там... Причем одна из женщин вспоминала, что мы летели так низко, что замечали даже сигаретку в зубах у часового. И самое печальное, почему они погибали, как правило. Потому что, сбросив бомбы ночью, неожиданно можно было уцелеть. Но нужно было сфотографировать результат бомбежки. То есть нужно было вернуться и доказать, что ты попала. Логично? Вот это как? Это что? Вот почему погибали эти летчицы. Потому что они вынуждены были доказывать результат своей работы. Вот почему их в конце концов, конечно, уже потом ловили фарами, расстреливали в упор. И ни одна из них в плен не попала. Почему? Потому что у них с собой всегда была бутылка с зажигательной смесью. В Казани была, как вы знаете, в 1922 году основана первая казанская татарская бригада, которая воевала с басмачами. Затем она была в 30-е годы, вот когда переименована в 86-ю стрелковую дивизию. И эта 86-я стрелковая дивизия из Казани была направлена на советско-финскую войну. Никак не могли взять Выборг. А наша 86-я стрелковая смогла взять Выборг. Взяв Выборг, она пришла оттуда, в Казань, с 12 героями Советского Союза. Она прибыла сюда, и вскоре поступает приказ о переправке ее на западную границу. Когда началась война, наша дивизия приняла мощнейший удар. 18-я стрелковая в 41-м, последней стояла на Днепре. До августа 41-го стояла на Днепре, в Белоруссии. Когда гитлеровцы кричали «Рус, сдавайся!», в ответ звучала нетрадиционная, совершенно не русская брань. Когда немецкие войска вплотную подошли к Москве, создалась реальная угроза столицы государства. Советским руководством были предприняты беспрецедентные меры для защиты. В ходе начавшегося контрнаступления наших войск противник, не знавший до сих пор серьезных неудач, впервые потерпел крупное поражение. Именно тогда Красной армией навсегда был развеян миф о непобедимости фашистской Германии. Я хочу сказать, что говоря о наших формированиях, 51-я отличилась в боях под Подмосковья, затем она была дополнена в Ярославле и стала 119-й, переформировалась и пошла под Сталинград. И там получила почетное наименование 54-я гвардейская стрелковая дивизия за Сталинградскую битву. За Сталинград получает почетное наименование гвардейской и 120-я дивизия, формированная здесь у нас в Татарстане. И она за бои под Ерзовкой и под Сталинградом получила наименование 69-й гвардейской. Она потом стала Фастовской, участвовала в освобождении Украины и прочее. И вот наиболее интересная, конечно, это 146-я дивизия. Она направлялась на фронт, она получила знамена Верховного Совета Татарской ССР и дошла до Берлина, участвовала в взятии Берлина. Дивизионом «Катюш», который на подмосковной земле наводил ужас на немецких солдат, командовал уроженец Альметьевского района Бары Юсупов. В одном из боев гвардии полковник был ранен, ослеп, но не оставил занимаемый рубеж. 10 суток Юсупов находился между жизнью и смертью. Уже в госпитале генерал-полковник Щербаков вручил ему орден Ленина, а известный скульптор Вера Мухина прямо в больничной палате изваяла его бюст. У каждого из героев свой характер и своя судьба, но всех их объединяло одно – это любовь к родине и ненависть к фашизму. Летом 1942 года немецкое командование сосредоточило основные усилия на южном крыле Советско-Германского фронта. В середине июля войска противника прорвались к большой излучине Дона, создав реальную угрозу выхода к Волге.
недалеко от Сталинграда, заняла оборону 147-я стрелковая дивизия, сформированная в Кукмарском районе. Она оказалась на острие наступления немецких войск. Не имея поддержки, в окружении, несколько недель держала оборону. Практически все солдаты погибли в неравном бою, но ценой своей жизни не допустили расширения фашистского плацдарма. 17 января 1943 года штурмовой отряд 334-й и 332-й дивизий сумел отбить многочисленные атаки противника и закрепиться на Западном фронте. Там же стояла в обороне 352-я стрелковая дивизия. 6 марта, стремительно продвигаясь с боями, полки дивизии смогли освободить 70 населенных пунктов. Вот 352-й очень много было преподавателей Казанского университета, в том числе первый декан нашего вновь образованного исторического факультета Александр Плакатин. Он под Вязьмой пошел по окопам проверять занятые окопы, наступил на мину и подорвался. Это было в 1943 году. И мы вот до последнего времени митинг Плакатина каждое 4 апреля, 3 апреля, день гибели его, проводили митинги памяти Плакатина в институте своем. Одним из важнейших этапов на пути к победе стала Курская битва. В районе Курского выступа была введена в прорыв 69-я гвардейская стрелковая дивизия. За форсирование Днепра около 40 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза. 14 января 1944 года под Псковской областью свой бессмертный подвиг совершил уроженец Лениногорского района Газинур Гафиатуллин. Сержант своим телом закрыл амбразуру дзота, обеспечив продвижение своего отряда. При форсировании Западной Двины исключительный героизм проявил 19-летний уроженец Сабинского района рядовой Вали Хазиев, который участвовал в боях в составе 334-й дивизии. Он уничтожил пулеметную точку противника, был ранен, но не покинул поле боя. В начале 1945 года советская армия начала наступление на всем Советско-Германском фронте. К весне были освобождены Болгария, Польша, Югославия, Венгрия и восточная часть Австрии. В завершающем этапе разгрома немецко-фашистских войск активное участие принимали дивизии и отдельные полки, сформированные на территории ТАССР. 16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. В ней участвовала 76-я гвардейская дивизия под командованием нашего земляка, генерал-майора Александра Кирсанова. Налетами на Берлин командовал бывший рабочий из Казани Алексей Федоров. Бомбовые удары по Берлину наносили эскадрильи 202-й Среднедонской авиационной дивизии имени Верховного Совета ТАССР. На боевые задания они вылетали на пикирующих бомбардировщиках П-2 с надписью на бортах «Совет Татарстана». Утром 22 апреля на берлинских улицах начала боевые действия 146-я стрелковая дивизия. 29 апреля развернулись бои за Рейхстаг. Ранним утром 1 мая 1945 года на крыше Рейхстага в Берлине советские солдаты водрузили знамя победы. Славу первых знаменосцев получили Михаил Егоров и Мелитон Кантари. Но над Рейхстагом, по оценкам исследователей, взвились более 20 знамен победы. Знаменосцы действовали не в одиночку, а группами. Известна также группа, куда вошли и 2 татарина – Газий Загитов и Григорий Булатов из Кировской области. В ознаменовании победы Советского Союза над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года день 9 мая был объявлен праздником Победы. 24 июня на Красной площади в Москве состоялся исторический Парад Победы. Его участниками были воины и из нашей республики. Победа над фашистской Германией – это результат усилий всего советского народа. Его героические подвиги вписаны золотыми буквами в историю нашей страны. С территории Татарской Республики в армию, начиная с 1939 года, было призвано около 700 тысяч человек. Если учитывать тот факт, что население Татарии в этот период составляло 2 миллиона 800 тысяч, это значит, что на фронт попал практически каждый 4-й житель. Каждый 2-й погиб.
382 тысячи человек не вернулись с полей сражений. 173 тысячи до сих пор считаются без вести пропавшими. За подвиги в годы Великой Отечественной войны 11,5 тысяч человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Это представители более 100 наций и национальностей. Татары среди них занимают 4-е место после русских, украинцев и белорусов. Маршал Советского Союза Малиновский отмечал: «Я, как старый солдат, много видел солдат и командиров татар и всегда восхищался их непреклонным упорством, железной волей в бою». Есть же, говорят, такая профессия Родину защищать. Да? Вот есть такое чувство у людей, это чувство Родины, чувство сопричастности к этой стране, чувство родной земли. Я думаю, что это самую главную роль играло. И вообще ведь во время войны, я думаю, что не только чисто пропагандистские методы играли свою роль, а именно вот эта и историческая память свою роль играла. И то, что люди чувствовали свою принадлежность к этой земле, то, что они чувствовали свою ответственность за эту землю, за ее свободу. И в конце концов, я даже на первое место именно вот эти чувства поставил бы, когда мы оцениваем патриотизм советских людей во время Второй мировой войны. Великая Отечественная война стала страшным уроком истории, за который Советский Союз заплатил слишком большую цену. Но стоит всегда помнить о главном. Это была война советского народа за независимость своей отчизны. По масштабам боевых действий, жестокости борьбы, военно-политическим и международным результатам она являлась действительно великой в истории людей. Именно тех людей, которые вступили в смертельную схватку с фашизмом и ценой огромных жертв и страданий, ценою своей жизни, смогли одержать великую победу.